Май-травень – благодатное время сочных трав, цветущих садов и долгожданной теплыни. Май-труженик – беспокойная пора в садах и огородах, на полях и пасеках. Вот и жители села Карлыханово Белокотайского района рукава засучили. Некогда им прохлаждаться, да майской благодатью наслаждаться. Все работой заняты. Хозяйки не только на огородах хлопочут, но и у печи стряпнёй занимаются. К празднику Николы Вешнего готовятся. Сегодня весенний праздник, Николин день. Угоняют стада коней в поле. Мы им готовим еду, конюхам. Вот и напекли сегодня селянку, каравашки, еще селянку. Это картофная, это другая фирменное блюдо. Вот какая румяная, вкусная, красивая получилась. Святой Николай у сельчан издавна почитается. Покровителем домашнего скота и лошадей считается. В день Николы Вешнего коней на пастбище выгонять полагается. В путь дорожку конюхов отправлять, до праздника их отмечать. А праздник этот не простой, а мужской. Только им в этот день веселиться да пировать разрешается. Милый сынок, провожаю тебя в путь ночное. Да. Поедем. Как все, говорится, было у вас хорошо. С Николой тебя, с весенним праздником. Вот это с собой возьми, все принимай от меня. Спасибо большое. С праздничком вас всех. Поехали. Чтоб нынче было Я хорошо, тебя благословляю. было хорошо, и нынче Пусть будет хорошо. как хорошее начало, Да. так и пусть будет хороший такой. Все, ничего не забыли, все Все собрали. взяли, все взяли. Все взяли. Подумайте хорошенько. Соль взяли, Взяли? Воду Коню взяли? все взяли. Давайте с Богом. Пусть вам будет хорошая дорога, счастливый путь. Ждите нас. Ждите. Конечно. Наше село старинное создано было в конце XVIII века. Первым жителем нашего села был Нестор Ульянович Карлыханов. 22 мая – старинный праздник Николы. В этот праздник мужчины отправлялись в ночное, празднично украшали своих лошадей. Вот такая надевалась цветная подпруга. Было принято по традиции украшать дуги резьбой по дереву и русским орнаментом. Навязывали на лошадь ленточки, цветочки. Лошадей было в деревне очень много, поэтому отправлялись все вместе, дружно. С собой брали вот такую бочку дупляную, которая служила под воду. В деревянной бочке вода долго сохраняет свой вкус и не прогревается. Старинный вот такой ковш, которым можно черпать воду. Брали с собой туесок берестяной для хранения продуктов. Вот такой туесок для сбора ягод. Берестяная солоничка, которая очень была удобная. Оплетенная берестой вот такая бутыль. Стеклянную бутыль оборачивали берестой. Считалось, это будет как термос, потому что горячее оставалось горячим, холодное – холодным. Славилась в народе резьба по дереву. Вот такая разделочная доска. Когда садились все вместе за трапезу, накладывали булочки, шанишки вот в такую плетеную чашу. В Николин день мужчины отправлялись в поле и праздновали праздник там, потому что он считался чисто мужским праздником. Женщины, оставшись в деревне, устраивали посиделки. Дело к вечеру, а солнышко сияет горячо.
посидим у прясла баби, потолкуєм про прочо. Ой, куди ты катиша, глубокая река? Никакой нам бабы праздник не хорош без мужика. В селе у нас очень даже замечательные люди, очень талантливые. Все они даром не сидят. Зимой, конечно, делать очень нечего. И вот поправятся по хозяйству и начинаем вышивать, вязать, кто что разговариваем, на посиделках маленько сидим, песенки попоем. Ну тут вот я много, конечно, вышила. Вот икону Николая Чудотворца вышила. Подарила сыну своему на день рождения, потому что он у меня Николай, этот Николай Чудотворец, как покровитель всех мужчин, всех воинов, всех моряков, охраняет дом. Вот Богородица семистрельная. В нашем селе, конечно, ее почитают. Значит, она от всех бед, потому что у нее тут 3 стрелы, тут и вот одна тут. 7 стрел от всех напастей, от болезней, от воров. И, в общем, она очень оберегает. Даже вот, когда и устанешь, ведь у нас огороды, своя скотина. 5 минут, 10 я обязательно сажусь и обязательно несколько сделаю крестиков. Над серебряной рекой, да на золотом песочке парень Иисус стерег, да потерял следочки, следу нет, следочков нет, да нет, как не бывало чужой дальней стороне, да речка сколыхала. 2 ниточки берешь, связываешь их, и это обои вместе, и это вот, зацепляешь сюда, это они связанные, так зацепляешь и начинаешь крутить. Здесь вот дойдешь до сюда на этих на рогатках, сперва к низу, а потом, чтобы тут получился крестик, и обратно. Опять доверху дойдешь до сюда, зацепляешь, обратно идешь. И обратно. И обратно. Опять же делаешь так. Сколько надо пасом, ширину материала. Значит, делаешь, считаешь в пасме 30 ниточек. А когда по 4 ведь нитки-то вот это делаешь 2 внизу и 2 вверху, 4. Это значит, чтобы основать одно пасмо, 15 раз объедешь вот так вот, и вот получается вот эта вот самая штучка. Сейчас снимаю с верхней сеты и начинаю, как кишка у нас называется. Вот когда мы насновали, эту кишку сняли, завязали ее и начинаем вот в это бердо одевать. Здесь оно вот распределено, вот пасма, вот это пасма, 2, 3 и вот так вот до 10. Давай, начинай. Вот. Можно через зуб, чтобы лучше нагнулось. Вот. И мы вот так вот и одеваем ее. Ниточку спутаешь, и все. Да, и все уже оно не пойдет. Придется распутывать. Это за 1 час ничего не, за 1 день никак не сделаешь. Вот только вот сновали сколько стен. Это Васта Федоровна только сновала еще 1 стену. А если 10 стен вот сновать, это очень много, долгая история получается. Да. Давайте, бабоньки, чай будем пить, наливай, Нина. Давайте, девчата, Ивана угощать будем. Давайте. Кто что настряпал, давайте кормить будем его. Давайте, Давайте, я вот селянку сейчас свою отрежу.
Вот. Маленько, вы кто, чего? Давайте. Очень-очень хороший. Вот и говорим. Сейчас беру чай. Малинкой ходила. Спасибо, сама буду есть. Давай, мне все вкуснее. Слышишь, чай не Вот, пьешь, давай, какая давай. сила. А вон оладушки-то, о, какие Все попробую. вкуснятина. Ну-ка, блиночки, поешь. Будешь такой же румяненький, кругленький. Обязательно. Как эти блиночки. Давай, корми его. Давай, это яишенка, давай яишенка. Закормим мужика. Все, давай отрабатывай. Разъелся. Хорошо. Сыграй нам что-нибудь. Обязательно. Сыграем. Да бедненький, много. Жуй, скорее, играй быстрее. Жители села Карлыханово Белокотайского района уверены, что Никола Угодник по полям ходит, скот от зверей бережет, да сельчан от всяких бед защищает. Вот и стараются они Николин день не забывать, да каждый год его отмечать.